И последнее. Очередные жители аварийного жилфонда в Якутске получили ключи от новых квартир. Перерезание красной ленточки состоялось у дома номер 26 по улице Лермонтова. С некоторыми из новоселов пообщался Павел Танин. Свои ключи новоселы получили в торжественной обстановке. Новым квартирам жильцы рады, но окончательное мнение о качестве жилья планируют составить после первой зимы. А мы с Курашовой, вы знаете, этот дом-призрак был. Тоже интервью там брали у нас, все это там. Ну ничего, нормально, обустроимся. Главное зиму перезимовать, а потом уже скажем, что там. Сейчас в Якутске завершено расселение по программе 2013-2014 года. Реализуется программа 2016 и вместе с ней программа расселения за 2015 год, которая уже выполнена на 40%. Оставшиеся 60% мы думаем, что до конца года, так как того и требует и фонд реформирования ЖКХ, и правительство республики, мы исполним. Программа переселения финансируется из бюджетных средств, и Якутск имеет хорошие показатели по освоению этих денег, причем не в ущерб качеству. Об этом на церемонии вручения ключей сказал председатель комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты России Игорь Шпектор. Якутск осваивает деньги нормально, Якутск строит качественное жилье. Я вчера был на других домах, по такому же проекту доме, который построили и сдали, говорил с жильцами. Все жильцы довольны, все благодарны. Следующее новоселье по программе переселения из аварийного жилфонда в Якутске пройдет ближе к концу года. К тому моменту в эксплуатацию сдадут сразу несколько объектов. Павел Танин, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.